Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами снова телепередача «Социальный адвокат». Сегодня на наши вопросы ответит адвокат Асхаб Хасханов. Здравствуйте, Асхаб. Рада вас приветствовать сегодня у нас в студии. В первую очередь хотелось бы вас поздравить с тем, что вы совсем недавно получили статус адвоката. Насколько мне известно, являетесь у нас самым молодым адвокатом в республике, который входит в наш реестр республиканский. И хотелось бы задать вам перед нашей беседой, которая будет посвящена ответам на вопросы телезрителей, почему именно адвокатскую профессию вы выбрали, что вас в ней привлекло? Спасибо за поздравление. Прежде всего, адвокатскую профессию выбрать мне впервые пришло в голову, будучи студентом 4-го курса, когда мы проходили учебную практику в разных органах, учреждениях. Я принимал участие, вернее, не принимал участие, а присутствовал в судебных заседаниях, так как я проходил практику в суде, в районном суде. И там наблюдал со стороны, как проходят процессы, как выступают разные адвокаты, как поддерживают обвинения представители прокуратуры. И состязательность, да, вы увидели там, скорее всего. Именно первый процесс, в котором я присутствовал, на меня сильно повлиял, можно сказать, психологически. Конечно, не все процессы так проходят, то там в качестве подсудимого выступала одна бабушка. Она обвинялась в том, что она совершила покушение на преступление, предусмотренное 159-й статьей Уголовного кодекса. То есть она хотела подготовить документы на получение компенсации, в то время как у нее жилье еще не было разрушено. И ее адвокат, назначенный судом, говорил, что грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. И я наблюдал, как они защищают эту женщину, и то, как ее защищали, и то, как ее обвиняли, мне сильно не понравилось. И тогда идея о том, чтобы стать прокурором или следователем, полностью для меня отпала, и я решил, что стану адвокатом, и ответственность почувствовал, что необходимо стать хорошим адвокатом, чтобы защищать права, прежде всего, таких несчастных. Я с вами совершенно согласен в том, что в своей профессии нужно быть хорошим специалистом, в том числе и это относится к адвокатуре. Но желаю вам дальнейших успехов. Спасибо. Будем следить за вашей деятельностью, надеемся на вашу честность и порядочность. Спасибо. Давайте приступим к вопросам от телезрителей. Что делать, если затопили соседи сверху? Вот такой вопрос, часто он возникает. Данная проблема актуальна лишь для жителей многоэтажных домов, которые у нас в республике расположены в основном в городах, прежде всего в городе Грозном, больше всех. Проблема эта возникает у жильцов многоэтажек очень часто, но у нас лично в республике эта проблема не доходит до конфликта. Это обусловлено прежде всего особенностями нашего национального менталитета, а также нормами религии, которые обязывают нас быть снисходительными к своим соседям, поддерживать с ними хорошие, добропорядочные отношения. Лично я, проживая на 5-м этаже, не раз затапливал своих соседей снизу, вплоть до 1-го этажа. К счастью для нас, люди оказались настолько достойными, что ни разу ничего не говорил. Но раз у людей возникает вопрос к юристу, что делать, как быть, если сосед сверху затопил их, естественно, его интересует, какие у него имеются права. И, собственно говоря, по закону он имеет на это право, правильно? Потому что есть имущество, кто-то может пережить что-то, там, незначительный ремонт сделать, а у кого-то там серьезный ущерб. Вот в этом случае как действовать? Человек интересуется, какие у него имеются права на восстановление материального ущерба или даже морального вреда. Прежде всего, хочу как юрист посоветовать, необходимо поговорить с виновным соседем. Надо объяснить ему ситуацию, надо показать причиненный по его вине имущественный ущерб и попросить его восстановить. Если соседи ведут себя некорректно, грубо или недостойно, то есть в этом случае его права нарушаются, и каждый гражданин нашей страны, чьи права нарушены или создана реальная угроза их нарушения, вправе обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав или за устранением создавшейся угрозы его нарушения. А обращение в суд в какой форме должно быть? В форме искового заявления. Лицо, чью квартиру сверху затопили, вправе подать исковое заявление в районный суд по месту нахождения данной квартиры. Этого имущества. Этого имущества, недвижимости, То есть суд, приняв это заявление к своему производству, выслушав доводы сторон, изучив представленные доказательства, принимает решение либо об удовлетворении искового заявления, соответственно, о взыскании соответствующей суммой в качестве восстановления причиненного ему имущественного вреда или даже
морального ущерба, либо об отказе в удовлетворении искового заявления, если истец не сможет доказать свою правоту. А такое решение суда районного можно обжаловать в каком-то Да, порядке? в течение месяца после вынесения в окончательной форме заинтересованная сторона вправе подать апелляционную жалобу в судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда Чеченской Республики. А я приобрел в одном магазине в городе Грозном телевизор, который имеет ряд существенных неисправностей. Как в последующем я выяснил. На что я могу рассчитывать в таком случае, если в магазине мне отказывают принять этот товар обратно? Права покупателей, как потребителей, да, в основном защищаются федеральным законом от 1992 года о защите прав потребителей. Так, согласно статье 18 данного закона о защите прав потребителей, в случае обнаружения неоговоренных продавцом при заключении договора купли-продажи технических неисправностей, покупатель в течение 15 дней вправе обратиться к этому продавцу и потребовать от него по своему усмотрению либо заменить данный товар на товар соответствующего качества такой же марки, либо заменить данный товар другой марки соответствующего качества с соответствующим перерасчетом покупной цены, либо потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены, либо потребует незамедлительного устранения технических недостатков в данном товаре, либо он может вообще отказаться от исполнения этого договора купли-продажи и потребовать возвратить ему обратно уплаченную сумму. Скажите, а вот то, что касается экспертизы товара, если в случае того, что продавец не согласен с доводами покупателя, то, что касается каких-то определенных неисправностей, если это же техника, мы понимаем, и здесь в некоторых случаях бывают необходимы какие-то специалисты узкого профиля, узкой направленности. Вот в этом случае как действовать и кто должен оплачивать вот эту экспертизу товара? Ходатайствовать, например, о назначении экспертизы или назначить самостоятельно вправе заинтересованная сторона, без разницы, он имеет на это право. В случае, если он получит результат в его пользу, он вправе потребовать от другой стороны возмещения убытков, которые у него пошли на назначение экспертизы. То же правило распространяется в случае, если он ходатайствует перед судом о назначении экспертизы. Суд выносит определение о назначении какой-то технической или другой экспертизы, и, соответственно, в данном определении указывает, что расходы на оплату экспертизы возлагаются на конкретную сторону, которая ходатайствует. А после получения результатов данной экспертизы, если они оказались в пользу заявителя, да, то есть доказывающие его правоту, он может вправе подать ходатайство в суд о возмещении ему вреда, расходов на экспертизу. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе потребовать замены на аналогичный товар, потребовать замены на такой же товар другой марки с соответствующим перерасчетом покупной цены, потребовать соразмерного уменьшения покупной цены, отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Качественный товар можно вернуть в течение 14 дней, не считая дня его покупки, если он не был в употреблении. Сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы и ярлыки. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека, либо иного документа, удостоверяющего факт или условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. Если чека у покупателя нет, он может ссылаться на показания свидетелей. А если в квартире течет сточная труба, обязана ли ЖКХ заменить данную трубу? Есть постановление правительства Российской Федерации номер 491 от 13 августа 2006 года об утверждении правил ведения общего хозяйства в многоквартирных домах. Так, согласно части 3 статьи 3 этого постановления, в состав общего имущества включается внутренняя система водоотведения. Соответственно, сточную трубу не обязаны заменить управляющие компании, с которыми у жильцов имеется соглашение. А сами собственники квартиры или дома не должны производить каких-либо дополнительных расходов. Ну, потому что они эти расходы уже несут на содержание общего имущества дома, и мы знаем, что нужно разграничивать частную собственность и общее имущество дома, и где у нас эта граница, мы знаем. Верно. То, что обслуживает более одной квартиры, это у нас общее имущество дома, которое должна обслуживать управляющая организация. Да, правильно. А кому остается имущество в случае расторжения брака между супругами? Кто из супругов имеет преимущественное право на то, чтобы дети проживали у него?
Личные права супругов в нашей стране закреплены третьим разделом Семейного кодекса Российской Федерации. Так, согласно части 3 статьи 31 Семейного кодекса Российской Федерации, супруги обязаны строить свои отношения на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать укреплению семьи и способствовать благополучию и развитию своих детей. Следует прежде всего отметить, что по российскому законодательству супруги, как муж, так и жена, равноправны. Они находятся в равных правах, в равных правах перед законом. Другим участникам. Да. Если имущество, которое принадлежит супругам, приобретенное в период брака, с момента заключения брака вплоть до его расторжения, считается их совместно нажитым имуществом. Исключение из этого правила составляет имущество, которое получил один из супругов в дар или в наследство, или иным образом безвозмездно. То есть получается общенажитое имущество. Да? Если какое-то имущество было до этого у одного из супругов, это имущество лично после развода остается, то есть после расторжения брака. Совместно нажитое имущество в случае развода супругов подлежит разделу поровну. А его личное имущество, полученное до брака или в период брака в дар, в наследство или иным образом лично. Касается детей, например, которые остаются с одним из супругов. Там при разделе имущества учитывается вот этот критерий, то, что, например, у одного из супругов остается ребенок, и на этого ребенка должна быть часть этого имущества. Да? Когда супруги разводятся и не могут прийти к общему решению, как они будут общаться с детьми, у кого они останутся, естественно, этот спор подсуден районному суду. И если супруги сами не могут договориться, суд принимает решение об определении порядка общения родителей с детьми. У нас, например, в республике часто встречается, что суд определяет порядок общения, например, учитывая, что мать имеет преимущественное право на общение со своими детьми, несовершеннолетними детьми, суд часто устанавливает порядок общения родителей таким образом. С понедельника по пятницу в будние дни дети находятся у матери, а в выходные с вечера пятницы по вечер воскресенья они находятся у отца. Это такой стандартный порядок, но не во всех случаях, конечно. При этом надо учитывать состояние каждого из родителей, обеспечивать, дать им хорошее воспитание и так далее. Да, условия проживания тоже учитываются. Мой родственник попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате чего один человек погиб. Он утверждает, что правила дорожного движения не нарушал, и ему создали помеху со стороны, и он пытался уйти от правонарушителя, завернув в сторону, в связи с чем наехал на пешехода. Что ему грозит в данном случае? Какой срок или какие санкции? Очень печальный случай, который имеет у нас в республике очень место быть. Да. Разумеется, ни один водитель транспортного средства не станет хоть любой психологически умственный полноценный человек не станет намеренно сбивать другого участника дорожного движения, будь то водитель транспортного средства или пешеход. Но раз уж такое печальное дорожно-транспортное происшествие случилось, то сотрудники соответствующих правоохранительных органов проводят предварительные, объективную доследственную проверку они осуществляют. И в случае обнаружения в действиях какого-либо из участников дорожно-транспортного происшествия обнаружат признаки состава преступления, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Если, не дай бог, в результате ДТП по его вине, в результате нарушения им правил дорожного движения человек умер, то ему может быть вменена часть 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы до 5 лет, с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет. Но, естественно, дать исчерпывающую консультацию по данному вопросу не представляется возможным, поскольку каждый случай уникален. И по каждому случаю даже бывает необходимо назначить экспертизу, опросить очевидцев. Нужно тщательно, скрупулезно исследовать каждую мелочь, имеющую отношение к данному делу. Асхаб, ну а сейчас я предлагаю немного отвлечься от наших вопросов и посмотреть небольшой сюжет, который посвящен адвокатскому бюро, которое занимается оказанием квалифицированной юридической помощи у нас в республике. Давайте посмотрим этот сюжет. Адвокатское бюро номер 1 «Чапанов и партнеры» ведет свою деятельность по оказанию юридических услуг в республике относительно недавно, но уже зарекомендовало себя как надежное адвокатское образование. Бюро оказывает квалифицированную юридическую помощь как по уголовным, так и по гражданским делам. Имеет в своем арсенале специалистов различных направлений, что обеспечивает персональный подход для каждого клиента.
Наше адвокатское бюро номер 1 «Чапанов и партнеры», оно у нас зарегистрировано 1 октября 2013 года. Вот мы отметили годовщину, как мы работаем. Значит, что хотелось бы сказать по поводу специалистов. В первую очередь хочу отметить, что в нашем бюро все учредители являются людьми, которые прошли определенный путь именно в плане все этапы юриспруденции практически прошли. И у нас наши учредители все являются людьми, которые имеют ученую степень. Представительство в судах различных инстанций, составление исковых заявлений, правовое сопровождение сделок. Эти и многие другие услуги вы можете получить в адвокатском бюро номер 1 «Чапанов и партнеры». Коллективная ответственность перед своими клиентами, открытость и объективный подход к делу – все это в сочетании с высоким уровнем квалификации адвокатов делает услуги бюро наиболее эффективными. Специалисты бюро всегда на связи со своими клиентами и готовы помочь в трудную минуту. Чем мы руководствуемся по роду нашей деятельности? В первую очередь, конечно, Конституция Российской Федерации, Федеральным законом об адвокатской деятельности и адвокатуре, Кодексом профессиональной этики адвоката и, соответственно, что еще может быть? Это все нормативные акты, законы, подзаконные акты, которые имеются у нас в Российской Федерации. Услуги, которые оказываются в нашем адвокатском бюро, это в первую очередь уголовному праву, по гражданскому, арбитражному и, соответственно, административному праву. В нашем бюро есть девиз, на который мы в первую очередь ссылаемся: быть честным в первую очередь перед Всевышним, законом и перед своими клиентами. Ну и давайте продолжим отвечать на вопросы наших многоуважаемых телезрителей. Пришло извещение о задолженности по коммунальным платежам в доме, в котором никто не проживает и в котором коммунальные услуги не оказываются. Как быть и что делать в таком случае? Скажу честно, это злободневная тема для жителей нашего города. Да, очень часто обращаются с такими вопросами граждане. Но прежде всего, конечно, нужно обратиться в МУПЖ соответствующего района ПЖХ. Это жилищное эксплуатационное учреждение, где надо разъяснить работникам соответствующим, что в данном доме никто не проживает, что услугами коммунальными никто не пользуется и так далее. Иногда даже бывает, что в доме проживает 1 человек, а там написано 4 человека. Да? Соответственно, плата тоже возрастает по количеству участвующих. А вот такой вопрос. Это собственность, например, эти квартиры, если они числятся за кем-то, то, получается, весь дом может быть отключен от коммунальных услуг, да? Нет, конечно. Есть такие коммунальные услуги, которые, независимо от того, проживает в данной квартире, например, человек или нет, он обязан оплачивать. Например, за общее содержание имущества в доме, да, вот, за крышу, за подъезды, да, вот, за внешнюю там оболочку, также за отопление. Сейчас еще новая услуга, кстати говоря, если говорить о ЖКХ, вступил у нас общедомовые нужды, там тоже вот есть свои нюансы. Там 100 рублей, по-моему. Но это уже тарификация идет уже по Да, есть такие услуги, которые необходимо оплачивать, независимо от того, пользуешься ты или нет. Они не могут отключить персонально тебе отопление в твою квартиру, нет таких условий, да, вот. От этого, естественно, тебя не освободят, но за те, например, вывоз электричества и такое, то есть шанс, что пойдут тебе навстречу и послушать. Если нет, то, естественно... То есть нужно обращаться в таком случае у нас в организацию, да, жилищное эксплуатационное управление, да? Да. А после отбывания наказания за какой период судимость погашается? Какие могут быть негативные последствия погашенной судимости? Все зависит от тяжести совершенного преступления, за которое лицо было осуждено. Есть преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Данная категория дается в статье 15 Уголовного кодекса Российской Федерации. Преступлениями небольшой тяжести считаются умышленные или неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом нашей страны, не превышает 3 лет лишения свободы. Преступлениями средней тяжести считаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает 5 лет лишения свободы, или неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает, превышает 3 года лишения свободы. Тяжкими преступлениями считаются деяния, умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным законом, не превышает 10 лет лишения свободы. А особо тяжкие преступления – это умышленные
деяния, за совершение которых уголовным законом нашей страны предусмотрена ответственность в виде лишения свободы свыше 10 лет или более строгое наказание. Так, если лицо было осуждено условно, то судимость его погашается с момента фактического отбытия наказания. Если лицо было осуждено, если в отношении лица было применено наказание, не связанное с лишением свободы, то по истечении 1 года после фактического отбытия наказания судимость в отношении него прекращается. Если лицо было осуждено за совершение преступления небольшой или средней тяжести, то судимость погашается по истечении 3 лет с момента фактического отбывания наказания. Если лицо было осуждено за совершение тяжкого преступления, то судимость погашается по истечении 8 лет после отбытия наказания. Если лицо было осуждено за особо тяжкие преступления, то судимость погашается по истечении 10 лет после отбытия наказания фактически. Что касается последствий, то согласно действующего законодательства, уголовного законодательства, то погашенная или снятая судимость не имеют никаких правовых последствий. То есть погашение или снятие судимости аннулирует все возможные правовые последствия. Но для справедливости, ради справедливости следует отметить, что есть такие работы, Куда нельзя. да, правоохранительные органы, например, да, вот, даже если у тебя имеется погашенная или снятая судимость, тебя просто туда не возьмут. Например, закон о полиции. Да, кстати говоря, это риторический вопрос, то, что касается полностью, так сказать, уничтожения всех тех социальных последствий, которые несет за собой отбывание уголовного наказания. Если судить формальной логике, то, например, погашенной судимостью должна признаваться такая судимость, которая фактически просто-напросто исчезает из всех архивов, и человек начинает с чистого листа. Но, однако, мы знаем, органы прокуратуры, ФСБ, в первую очередь, органы полиции в любом случае будут смотреть на это, и в любом случае на этого человека будет какое-то определенное досье. Значит, это тоже ограниченное понятие, судимость, погашенная судимость. Вот. Но я думаю, это дискуссионный вопрос, и к нему еще можно вернуться. Судимость погашается в отношении лиц, условно осужденных по истечении испытательного срока, в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по истечении 1 года после отбытия или исполнения наказания, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступление небольшой или средней тяжести, по истечении 3 лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, по истечении 8 лет после отбытия наказания, в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступления, по истечении 10 лет после отбытия наказания. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. А вот такой вопрос. Я задолжал банку. Суд принял решение о взыскании с меня долга. Приставы пришли ко мне домой и вручили исполнительный лист. Сказали, что придут описывать имущество, но я живу с другом, и многие вещи принадлежат ему. Мне говорят, что все равно приставы арестуют все имущество, которое захотят, которое находится у меня дома. Какая может быть ответственность приставов за арест чужого имущества? Могут ли на него завести уголовное дело? Прежде всего, следует отметить, что пристав ни в коем случае не имеет права по закону наложить арест на имущество, которое должнику не принадлежит на праве собственности. Это однозначно. А если какие-то предметы находятся, на которых нет документов, например, там телевизор или холодильник, стиральная машина, вот в доме того человека, который признан, то есть тем, кто должен выдавать, то есть определенную сумму, или к тому, кому пришли взыскивать какие-то средства? Судебный пристав-исполнитель – это должностное лицо, призванное государством исполнять решение суда. Он не может выполнять свои функциональные обязанности так грубо и неквалифицированно, скажем, некомпетентно. Есть даже перечень вещей, которые, согласно законодательству, пристав вообще не имеет изымать или наложить арест. Например, если ты работаешь таксистом, и автомобиль твой является единственным источником твоего дохода, ты на основании этого кормишь свою семью. Если таксист является должником, и пристав не имеет права наложить арест на его имущество в виде автомобиля. Например, если ты программист, и ты все время проводишь там за компьютером, и это является твоим источником дохода, не могут изымать данные компьютеры. Если ты ведешь домашнее хозяйство, там пчелы, скот и так далее, такое же правило распространяется на них. Есть вещи, на которых нельзя налагать арест или изымать приставу.
А что касается чужого имущества или имущества, которое неизвестно кому принадлежит, об этом и речи не может быть. Это грубое нарушение законодательства. В данном случае в отношении самого пристава должны быть приняты меры соответствующего характера. Ну так уголовное дело можно возбудить на него? Уголовное дело возбудить, забегая вперед, можно сказать, что состава преступления, признаки состава преступления его действия, скорее всего, не найдут, но он может получить выговор соответствующий начальства, и таким образом Привлечься к к административной административной ответственности. ответственности вполне реально. У нас с братом двухкомнатная квартира, приватизированная на двоих без определения долей. Могу ли я выделить свою долю через суд, если мой брат живет за границей и не может явиться на заседание в суд? Чтобы было ясно, приведу один маленький пример. В районных судах, например, когда у нас рассматривается вопрос, и лицо, чьи интересы затрагиваются, не может по фактическим таким, независимым от него обстоятельствам, участие в суде не может принимать. Желательно, чтобы от этого лица имелась какая-то расписка, где он пишет, что прошу рассмотреть данный вопрос по существу в мое отсутствие, так как не представляется возможным принять участие. В этом случае тоже будет желательно, если есть такая возможность, чтобы этот брат его написал или по электронке отправил подписанный, или по факсу отправил письмо, в адрес суда. Вот рассмотрите данный вопрос по существу, так как я не могу приехать и принять участие. Но однако отсутствие его тоже не является препятствием для рассмотрения этого вопроса по существу. Он может смело обратиться в суд и потребовать от суда, чтобы выделили его долю, определили. Без участия второго участника? Да. Это суд решает в конечном итоге. Ну а сейчас пришло время прощаться, потому что наша передача подошла к концу. Вам огромное спасибо за то, что вы сегодня пришли к нам и уделили время и ответили на наши вопросы. Итак, уважаемые телезрители, я напоминаю, что следующая наша встреча состоится ровно через неделю. Знайте и защищайте свои права. Спасибо за внимание. До скорых встреч.